Паутина, популярные ролики с портала YouTube, темы, обсуждаемые в социальной сети Twitter и фотографии из Instagram. Одна из главных международных новостей этой недели: в Харбине завершилось второе российско-китайское экспо. По данным организаторов, в этом году в экспо принимали участие более 1200 предприятий. Свои проекты на крупном форуме представили российские регионы, в том числе и Якутия. Есть конкретные проекты и решения. Хэлуизианская главная компания по развитию экономики и технологий будет реализовывать инвестиционный проект по оловодобыче на территории Устьянского района Якутии. Соглашение о реализации инвестиционных проектов с китайской компанией подписал гендиректор РИК Петр Алексеев. До конца текущего года китайские партнеры намерены открыть представительство в Якутске. Также эти компании уже в этом году создадут совместное предприятие, которое будет работать в области подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории Южной Якутии. Но есть проект, который вызывает особый интерес у китайских компаний, готовых стать инвесторами – строительство моста через реку Лену. Были презентации регионов, и только единственная была презентация инвестиционного проекта, это была презентация именно моста. Соответственно, был ряд встреч также по мосту, в которых участвовал в том числе заместитель министра транспорта Российской Федерации господин Циденов, вице-губернатор провинции Хэлунцзян Цунляо, первый заместитель председателя правительства Павел Марынычев, где этот интерес уже обсуждались уже детали, и мы надеемся, что в ближайшее время этот процесс сдвинется с места, и мы уже будем идти к каким-то конкретным результатам. Безусловно, республика видит мост так, как мы его и хотели построить. Это мост автомобильный. Республика ведет по нескольким направлениям переговоры с несколькими крупными китайскими корпорациями. В том числе на встрече с вице-губернатором провинции Хэлунцзян мы познакомились с 18-м бюро. Это дочернее предприятие крупной китайской корпорации CRCC. Она очень крупная, даже в масштабах не только Китая, но и в масштабах мировых. То есть это одно из направлений, по которому, я думаю, мы будем прорабатывать в ближайшее время. Что касается канатной дороги, это, безусловно, именно инициатива китайской стороны. Мы ее не рассматриваем ни в коем образом как какую-то альтернативу мостам, реальным и настоящим. Она больше рассматривается в части развлекательной, наверное, больше в части повышения нашего туристического потенциала, но никак ее не главный приоритет грузоперевозки. Пассажирские перевозки, туристические, и только. В продолжении темы мы поговорим с гостем программы, постоянным представителем Якутии при президенте России в Москве Алексеем Стручковым. Алексей Александрович, добрый вечер. Спасибо, что уделили время, пришли в эту студию. Добрый вечер. Спасибо. И перейдем к вопросам. Как мы уже сказали, в Харбине завершилось второе российско-китайское экспо. И еще в августе этого года вы встречались с временным поверенным в делах Китайской Народной Республики в России господином Чан Сяо. Тогда вы отметили, что Якутия уделяет большое внимание сотрудничеству с Китаем. Какова роль посредства в продвижении Якутии на внешнем рынке, в частности, китайском? Прежде всего, я хотел бы отметить, что основная задача постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации – это обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти с органами исполнительной власти Республики Саха-Якутия. Это представление интересов Республики Саха-Якутия и это продвижение проектов Республики Саха-Якутия на федеральном и международном уровне, и в том числе через встречи в посольствах иностранных государств, консульских организациях и международных компаниях, представительства которых расположены в Москве и в Московской области. И действительно, в преддверии второго российско-китайского инвестиционного форума мы провели встречу с временным поверенным Китайской Народной Республики в Российской Федерации и обсуждали вопрос представления проектов и привлечения потенциальных инвесторов из Китайской Народной Республики для реализации проектов на территории Якутии.
Мы обсудили итоги презентации инновационного потенциала Республики Саха-Якутия, которую мы провели, как вы знаете, в декабре 2014 года в посольстве Китайской Народной Республики в городе Москва. И итогом этой презентации стали уже реализованные проекты. Это прежде всего проекты по застройке 17-го квартала в городе Якутске, китайская компания Джода, которая подписывала первое соглашение, протокол о намерениях именно на этой презентации. Это и интерес, который проявляют китайские компании к строительству и реализации инфраструктурных проектов на территории нашей республики. И это сырьевые проекты, к которым также традиционно проявляет интерес китайский бизнес. Кроме Китая, с кем-то еще Якутия сотрудничает из, естественно, зарубежных стран? Традиционно, конечно, если брать структуру нашего экспорта и структуру нашего импорта, в целом структуру внешнеторгового оборота, то Якутия традиционно, помимо китайского рынка, активно работает на рынках Японии, на рынках Южной Кореи. Мы изучаем также рынок Индии. Традиционно наши ювелирные изделия поставляются в ряд стран Европы, в Израиль. Поэтому круг международного сотрудничества Республики Саха-Якутия достаточно широкий. Обширный. Но вернемся в Россию. Также одна из задач последствия – это взаимодействие, вот, как вы говорили, федеральной структуры с региональной, представление интересов, но также взаимодействие, я так понимаю, с регионами страны. То есть сейчас идет активное такая, так сказать, импортозамещение. Что-то Якутия может предложить вот, действительно другим регионам? Безусловно. В целом надо отметить, что вот по линии Министерства по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха-Якутия заключено порядка 70 соглашений с субъектами Российской Федерации. И вот главное соглашение, которое координирует и отслеживает, обеспечивает контроль за исполнением, это соглашение между правительством города Москвы и правительством Республики Саха-Якутия о торгово-экономическом сотрудничестве, срок которого, вот план действий истекает в 2015 году, и мы планируем в 2016 году заключить на очередные 5 лет такое соглашение. Что дает соглашение для Республики Саха-Якутия? Ну, прежде всего, конечно, мы заинтересованы в рынках других субъектов Российской Федерации для реализации нашей продукции. Но традиционно та продукция, которую мы предлагаем, это, конечно, ювелирные изделия, это наши бриллианты. Здесь сочетание двух: цена и качество. Во-первых, достаточно доступные по московским меркам цены и, соответственно, очень высокое качество изделий, которые мы предлагаем. Традиционно также мы, конечно же, предлагаем продукцию агропромышленного комплекса Республики Саха-Якутия, прежде всего это рыбная продукция, которая, к слову говоря, тоже очень достаточно активно представлена в больших сетевых магазинах и супермаркетах города Москвы. Вот. Помимо этого, традиционно мы сотрудничаем в области культуры, в области образования. Это обмен нашими делегациями, когда специалисты из министерств и ведомств, из бюджетных учреждений Республики Саха-Якутия проходят и стажировку, и обмениваются опытом в структурах правительства города Москвы. И это, конечно, вопросы образования, когда наши дети обучаются в лучших российских вузах и в лучших московских вузах по соглашениям, которые заключает правительство Республики Саха-Якутия и отдельно взятое образовательное учреждение, и в том числе Департамент образования города Москвы. И в завершении нашей беседы хотелось бы вот тоже вопрос задать. Недавно правительство Якутии получило премию имени Александра Починка в Москве. Жюри всероссийского конкурса высоко оценило социальные программы республики. Вот что это за программы, хотелось бы узнать. Прежде всего, я хотел бы чуть-чуть поправку сделать, что премия была вручена в рамках Кубанского экономического форума, который прошел в городе Сочи. Организационный комитет, который возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец, вот он рассмотрел более 138 заявок, которые поступили практически из 75 субъектов Российской Федерации. И вот среди этих 75 субъектов наша Республика Саха-Якутия заняла 3-е место в Российской Федерации в номинации «Поддержка некоммерческих организаций» по линии нашего департамента по поддержке гражданских инициатив. И второй проект, который получил также премию имени Починка, это проект, который реализует Министерство труда и социальной защиты. Это поддержка семей с детьми, которые имеют ограниченные возможности, дети-инвалиды. И вот тот проект, который реализуется у нас на территории, в таких многодетных семьях, он также был отмечен на этой премии. Алексей Александрович, спасибо большое, что уделили нам время, пришли в эту студию. Удачи вам в работе и до встречи.